Его надо заполнить. Вот смотри, это ты. Среднестатистический российский работяга, который вкалывает чуть ли не больше всех в мире. Обгоняет тебя Мексика, Коста-Рика да Корея. По количеству часов в год обогнал ты даже США. Ну чё ж ты себя так не бережешь-то, Петрович? Ведь спишь ты всего 7 часов и 7 минут, а это меньше, чем твои соседи Ричард, Ханс и куча других. Так еще и ложишься позднее, чем в 40 странах, где-то ближе к часу ночи, а просыпаешься к 8:30. Кстати, пользователи конкретно браслетов Джоу Бон спят подольше, уже прямо под 8 часов, что отличается на 34 минуты от предыдущей общей статистики. Ну, пользователи браслетов чуть лучше следят за своим здоровьем. Причем здесь здоровье? Что может дать лишний часок-другой сна лично тебе? Ну, для начала, нехватка сна приводит к тому, что ты начинаешь тупить. Немного подробнее. Если ты будешь спать по 6 часов в день в течение 2 недель, то когнитивные функции твоего мозга падают так, если бы тебя просто лишили сна на 2 ночи. При том, что интересно, если бы ты спал по 4 часа, то эффект примерно такой же. То есть, для твоего организма 6-часовой и 4-часовой сон практически одинаков. Но я замечал, что если посплю мало, я, наоборот, бодрее на следующий день. Да, недосыпание, возможно, и приводит к дополнительному бодрствованию на разок-другой, однако имеет свою нейробиологическую стоимость, которая накапливается со временем. Еще один великолепный эксперимент BBC и университета Суррея, показывающий важность всего лишь 1 часа. Испытуемых разделили на 2 группы. Одной дали поспать 6,5 часов, а другой 7,5. Затем их поменяли местами. Казалось бы, что может измениться за 1 дополнительный час сна? А вот компьютерные тесты показали, что большинство из тех, кто спал меньше, с трудом справлялись с задачами на ловкость ума. Да, тут было всего 7 человек, но куда более захватывающую картину показала их кровь. Ученых заинтересовали гены добровольцев, которые включались и выключались. Само по себе включение и выключение генов — это нормальный процесс, но никто не мог подумать, какой эффект в него вносит изменение количества сна. Затронуто около 500 генов. Когда испытуемые сокращали продолжительность сна с 7,5 до 6,5 часов в сутки, гены, которые связаны с такими процессами, как воспаление, иммунный ответ и реакция на стресс, становились более активными. Команда также наблюдала увеличение активности генов, связанных с диабетом и риском развития рака. Доктор Симон Арчер, Университет Суррея. И тут мы можем только предполагать, почему организм начинает осознавать себя, будто он поранился, заболел или стрессует. То ли он воспринимает это состояние как ненормальное и опасное, то ли ответ лежит в химической плоскости и недовырабатывается, например, какой-то гормон. Так или иначе, сон оказывается очень важной штукой. Но я уверен, что этот вывод вы и так знаете. Но человек меняет свое поведение не когда он что-то услышал 1000 раз, а когда он что-то понял 1 раз. Понимание про то, зачем нужен сон и как научиться высыпаться, начинается прямо сейчас. Для начала, от чего вообще у нас появляется естественное желание сна? Ведь даже самому заядлому задроту в доту рано или поздно захочется спать. Даже если луз-стрик из 10 каток подряд. Гэп, сраный позер, настоящие мужики не идут спать, пока не увидят в матч-хистере зеленую надпись «Победа».
Так вот, на молекулярном уровне наше существование обслуживает энергия. Вот так она выглядит. Узнали? Согласны? А если так? Ну вы что? Это же наша главная батарейка – аденозин-3-фосфат, или же АТФ. Одна такая молекула есть контейнер чистой энергии, прямо как деревья хранят углерод. Основную порцию АТФ мы получаем в процессе дыхания. Дышим, значится, создаем для себя такие батарейки, чтобы вообще существовать. Одну батарейку для движения мышц, вторую для мышления, третью для биохимической регуляции, четвертую для дыхания. И вот в ходе дня мы создаем эти батарейки и разламываем, чтобы выделить энергию для обеспечения операции организма. А после разлома, точнее распада АТФ, остается аденозин. И вот к концу дня этого аденозина накапливается много. Он заполняет рецепторы рядом с гипоталамусом, запускает биохимическую реакцию, нейроны становятся вялыми, а образование молекул, подающих сигнал к мозгу, снижается. Говоря другими словами, появляется сонливость. Помимо этого, мы как та птичка в клетке, которая при выключении света засыпает. С наступлением темноты начинаем вырабатывать гормон мелатонин. Этот гормон регулирует циркадные ритмы. Циркадные ритмы — это, значит, внутреннее расписание нашего организма, который работает постоянно. Вот тут, значит, кортизольчика бы выбросить, тут у тебя офигенно с вниманием, вот тут с реакцией, а здесь пора мелатонина. Ведь скоро ждем глубокий сон. Все настолько серьезно, что у нас даже меняется температура тела в течение дня. Помните, мы вначале говорили, что в случае нарушения сна у тебя там гены ответа на стресс и болезнь врубаются. Ну так вот, в случае нарушения этих ритмов связаны с появлением диабета, болезни сердца, ожирения, инсульта и рака. То есть это такое расписание организма, которое рот шатало, какой ты там сериальчик в ночь решил посмотреть. У него есть план, так что выполняй. И это одна из причин, почему залипать перед сном в экран не очень хорошая идея. По идее, после 6 вечера начинает резко вырабатываться мелатонин. Ну, это по идее. Но если мы лупимся в экран, то он излучает искусственный свет, а значит, не вырабатывается мелатонин, а значит, ваши циркадные ритмы нарушаются, а значит, качество сна ухудшится. Дальше я расскажу, как я улучшал свой сон. Для начала, что было у меня. Тяжело просыпался по утрам, не мог долго уснуть, просыпался по ночам. Днем сонливости мало энергии, солнце уже встает, а я еще даже не ложился. Знакомая тема? Тогда возникает вопрос, как можно решить эти проблемы? Самостоятельно перелопатить кучу материалов и исследований, отсеивая мифы, потом составить план, начать экспериментировать с разными методами и самое сложное – дисциплинировать себя. А можно просто воспользоваться телеграм-ботом Sleepy. Там уже есть выстроенная 30-дневная программа, которая проведет вас по этому пути к хорошему качественному сну. Там все системно разложено, но в игровом формате, поэтому не скучно и здорово мотивирует не бросить. Продукт сделали бывшие разработчики Яндекс.Здоровье. Больше всего меня подкупило, что все рекомендации подкрепляются ссылками на исследования в научных журналах, а доносится все простым понятным языком. Плюс есть уютный чат, где можно познакомиться с другими участниками и обменяться опытом или даже задать вопрос врачу-сомнологу. Сейчас у Sleepy уже 30 тысяч пользователей, у 93% сон улучшается уже в первые недели. Да, это реклама, но я сам занимался со Sleepy и поэтому могу его рекомендовать. Можно, конечно, подождать, пока видео закончится, но разрабы дали нашим зрителям неплохой подгон. Первые 500 пользователей получат скидку 65%. Поэтому успевайте перейти по ссылке в описании. Давайте понаблюдаем за ходом сна, как он распускается, как прекрасный цветок. Вот вы ложитесь в кровать и подходите к первой фазе медленного сна, или по-научному Non-REM N1. По-русски выражаясь, первая фаза Non-Rapid Eye Movement сна, то есть фаза, когда зрачки еще не начали быстро двигаться.
Фаза длится быстро, от 5 до 10 минут. Это своеобразное чистилище нашего мозга. Мы как бы между сознанием и отключкой. Именно тут у нас случаются гипногогии, проще говоря, глюки, что мы падаем или там резко дергаем ногой. По одной из популярных теорий, которую, скорее, вы знаете, такой спазм — это древний рефлекс приматов, возникающий в ответ на расслабление мышц при засыпании. Мозг интерпретирует расслабление как знак того, что засыпающий примат падает с дерева и резко активизируется. Тут мы подошли ко второй фазе. Сейчас наши мышцы то сокращаются, то расслабляются, движение глаз прекращается, сердцебиение замедляется, температура тела снижается. Мозговые волны становятся медленнее, иногда случается всплеск быстрых волн, которые называются сонные веретена. Тело готовится к погружению в глубокий сон. И третья, самая важная фаза, ради чего мы тут все вместе собрались – глубокий сон. Во время этой стадии наш мозг производит очень медленные мозговые дельта-волны. Нет ни движения глаз, ни мышечной активности. Тут нас уже хрен разбудишь. А если разбудить, то мы практически сразу чувствуем сонливость и дезориентацию в течение нескольких минут. Глубокий сон хоть и звучит успокаивающе, но во время него наш мозг на самом деле напряженно работает. Как раз в эту фазу сна происходит главное перемещение воспоминаний из кратковременного хранилища в долговременное, что позволяет увеличить объем кратковременной памяти на следующий день. Извините, я подсяду? Вы же по ходу повествования успеваете задавать себе вопрос, что происходит с нашим состоянием, если как-то нарушается процесс? Например, что там с объемом памяти на следующий день? Если сон в сумме недостаточно глубокий, то воспоминания могут быть потеряны. И если здесь есть любители, я урежу сон в течение недели, но затем обязательно наверстаю упущенное в выходные. К сожалению, это так не работает, потому что воспоминания должны быть перераспределены в течение 24 часов после формирования. Ну и да, судя по исследованиям, здоровый сон действительно значительно улучшает память. Оттого студентам обычно советуют хорошо поспать в ночь перед экзаменом. Именно в этой фазе смывается весь мусор из мозга. Токсины, излишняя жидкость и умершие нервные клетки. Так, в смысле, нервные клетки же не восстанавливаются. О, это, кстати, популярная фраза, вводящая в заблуждение. Дело в том, что нервные клетки отмирают, вымываются, и на их место встают новые. Умные мира сего назвали этот процесс нейрогенез. И если с нейрогенезом случается беда, то это может привести, например, к болезни Альцгеймера. То есть, да, нервные клетки не восстанавливаются, они умирают, но на их место встают другие, чтобы продолжать поддерживать систему. В глубокой фазе сна вырабатываются нужные гормоны, которые потом используются в течение дня. Например, гормон роста. Кстати, видимо, поэтому младенцы спят по 16 часов. Не спят эти маленькие люди, а растут. То есть буквально строят кости, мышцы, ткани и иммунную систему, а вот пожилым все меньше удается побыть в глубоком сне. Во время фазы глубокого сна сердцебиение и дыхание самые медленные, но несмотря на это, основные нарушения сна, такие как ночное недержание мочи, лунатизм и прием пищи во сне, возникают как раз в это время. Чего? Прием пищи? В смысле, жрать во сне? Да, у меня даже есть кореш, с которым можно было на кухне ночью встретиться. Он, значит, еду достает, сидит, ест, даже мне что-то отвечает, а на утро тупо не помнит. Мы же на этом завершаем фазы медленного сна и подходим к фазе быстрого сна, а наши зрачки начинают дрыгаться в эпилептическом припадке. А значит, пора говорить о REM-фазе, или на русском Rapid Eye Movement. Тут активность мозга снова возрастает. Притом его активность становится такой же, как во время бодрствования. Именно поэтому это та стадия, когда нам снятся насыщенные сны. Хотя при всем при этом ноги, руки временно парализованы. Очень важная часть происходит и на уровне гормонов. Норадреналин
один из гормонов стресса отключается. Точнее, инактивируется вся норадренергическая система. Вы бы знали, сколько раз я пытался это записать. Здесь, когда мы разглядываем сновидение в состоянии полного спокойствия, наш мозг перерабатывает все события дня, помогая нам упорядочить и смириться с особенно эмоциональными событиями. А теперь скажите, бывало у вас такое, что за один раз вам снилось несколько снов? Весь секрет в том, что все упомянутые фазы образуют один цикл, длиной в 90-110 минут. Все начинается с поверхностного сна, а заканчивается быстрым. После быстрого цикл повторяется, проходя все этапы по порядку. В итоге за один сон мы проходим несколько циклов, а фазы внутри каждого цикла чуть меняются по времени. Например, быстрый сон в первом цикле длится 10 минут, а дальше потихоньку увеличивается. Организм создает все большее окно, чтобы мы проснулись максимально комфортно и плавно, а не разбитыми зомби из глубокого сна, даже если нас разбудили. Теперь вы знаете, какие сложные процессы запускаются, когда мы отрубаемся. И если машине сна начать гадить, то она на вас отыграется на следующий день. Но вот вопрос. Как именно мы гадим машине сна? Все вы знаете, что кофеин бодрит. Более того, я уверен, что сейчас смотрят видео кофеиновые наркоманы, которые не могут представить день, не хряпнув чашечку черного. Но мало кто знает механизм работы кофе. Да, вроде дело в кофеине, но с чего нас бодрит-то? Для этого мы вернемся немного назад и вспомним вот эту зарисовку. Тут аденозин, продукт распада АТФ, залезает в рецепторы нейронов и начинает биохимическое воздействие, в ходе которого замедляется мозговая активность. А вот кофеин – очень хитрая молекула. Она очень похожа по структуре на аденозин. Настолько, что она может вклиниваться в аденозиновые рецепторы, но не настолько похожа, чтобы запускать процесс замедления. Проще говоря, кофеин – это собака на сене. Место занимает, сама не работает, да и другим работать не дает. Ну, то, что кофе мешает спать, это все знают. Вечером лучше теплый чаек с тортом жахнуть, расслабит. Возможно, я кого-то удивлю, но в чае тоже содержится кофеин. И очень даже прилично. А, да, я слышал, что в чае кофеина вообще больше. В целом, сама фраза «в кофе больше, чем в чае» или наоборот, очень общая, потому что количество кофеина в чашке зависит от многих факторов. Партия зерна, смешивание арабики и робусты, параметры обжарки и экстракции. Короче, то, что в чашке чая больше кофеина, чем в кофе, это миф. Ну, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев. Но сравнить вот так вот на шару нельзя. Потому что вот в одном исследовании обшарили 104 кофейни в 3 странах, чтобы купить эспрессо и капучино. В итоге разброс кофеина был от 48 до 317 миллиграмм. И вроде как 400 миллиграмм в день является допустимой дозой, но у всех метаболизм разный, и при превышении своей дозы могут быть вот такие симптомы, естественно, среди которых есть бессонница. Кстати, меня начинает поташнивать, если я употреблю в районе 150-200 мг кофеина. Есть еще одно исследование. Там чуть точнее раскидали про содержание кофеина в разных напитках и объемах. Там вон даже кола да пепси есть. Можете нажать на паузу и рассмотреть. В общем, если говорить общими словами, то вообще я бы использовал эту общую таблицу. По ней вы видите, что любители хлестать черный чай практически хлещут 1 шот эспрессо. Можете нажать на паузу, зафоткать там и ходить умничать в снобских клубах. Тут же прикол еще вот в чем. Чай и кофе — это как вейп или пиво для привыкающих категорий. Обычно после чашки кофе люди останавливаются. То вот чаек можно там через 1,5 часа хлестать. Я, кстати, дохлестался. Теперь мой предел 700 мл чая в день. Жизнь домашнего сыча, она такая. Но то, что мы знаем точно, так это то, что половина потребленного кофеина выводится через 4-6 часов.
Так что для вас практическое знание из этой части выглядит так. Хотите не позволить кофеиновым ублюдкам занять место в аденозиновых рецепторах? Не пейте кофеиносодержащие напитки как минимум за 4 часа до сна. Ну, или пейте, если хотите лупиться в потолок. Но не все напитки на нас влияют одинаково. Знаете такое выражение «тревожный сон алкоголика»? Оно имеет научное основание. Прием алкоголя перед сном уменьшает фазу быстрого сна. А я напоминаю, что в этой фазе мы упорядочиваем события прошлого дня, справляемся с ними эмоционально и новый день начинаем с чистого листа, как бы проработав весь груз. Хотя, казалось бы, от алкахи засыпаем мы очень быстро. Да, вырубает-то нас правда быстрее, но вот сон уже неполноценный, потому что REM-фаза пострадала. Есть много методов, которые, как доказано наукой, работают. Например, один из самых недооцененных советов – спать в более холодном помещении. Считается, что чтобы запустить сон, температура тела должна упасть на 1,5 градуса, что делает сон особенно полезным во время болезни. А потому идеальная температура комнаты для сна находится где-то в районе 19-21 градуса. Притом холоднее этого показателя не так плохо для сна, как теплее. Так что не бойтесь открывать окна по ночам, но главное не переусердствовать. Но ведь когда слишком холодно, ноги замерзают. Что ты нам тут советуешь, Гэп? Все правильно. Поэтому ученые со всего мира советуют в более холодных условиях спать в носках, так как через ступни тепло из организма уходит быстрее всего. Также ношение носков в постели улучшает кровоток организма, потому даже в самолетах советуют носить специальные компрессионные носки. В более теплых условиях, да, от носков можно избавиться. Так это улучшит клеточное дыхание, не даст ногам перегреться и избавит от проблем с гигиеной, о которых переживает добрая половина ученых. Ну и не забывайте про наши любимые экраны, которые излучают искусственный свет, манипулируют нашим мозгом и заставляют думать, что сейчас еще день, не давая вырабатывать гормон мелатонин, регулирующий наши циркадные ритмы. И, кстати, вот вам еще один миф, якобы самый здоровый сон непрерывный с 23 до 7. У каждого может быть свой ритм. Вам еще предстоит понаблюдать за этим у себя. Ведь даже в моменте взросления мы меняемся. Дети спят не только больше, но и раньше. Им начинает хотеться спать рано вечером, и просыпаются они раньше взрослых. Когда же дети переходят в пубертатный период, их циркадный ритм резко сдвигается вперед, теперь обгоняя взрослых на 2-4 часа. Конечно, у разных людей этот ритм разный, но в целом шаблон один и тот же. Подростки хотят засыпать позже, вне зависимости от культуры или географии. Так просто устроен наш мозг. В то время как в 7 лет ребенок в 9 часов вечера уже лежит в кровати, в 17 лет это же время пик бодрствования. А значит, говорить подростку пойти спать в 10 часов вечера, а просыпаться в 7 утра – то же самое, что сказать взрослому человеку идти в постель в 7 вечера, а просыпаться в 4 утра. Так было доказано, что подростки, которые начинают позже ходить в школу, имеют выше IQ, лучшее поведение, меньше пропусков занятий, проблем с психикой и даже употребление алкоголя и наркотиков в будущем. Но, что удивительно, такое раннее начало школы дает дикое преимущество жаворонкам, так как доказано, что у тех учеников, кто предпочитает учиться утром, оценки в среднем сильно выше, чем у подростков, склоняющихся к вечерним занятиям и явно находящимся просто в неблагоприятном положении. Эти данные были получены из исследований близнецов, где любая разница в их поведении и умственными способностями обуславливаются именно окружающей средой. А когда американский штат Массачусетс всего на час перенес время начала уроков с 7:30 до 8:30, сильно выросли средние оценки за экзамены. Но что еще интересней, сильно снизилась аварийность на дорогах. Но с Россией это не связано, так как у нас до 18 лет не получают права. Итак, господа, что можно унести с собой из этого выпуска, помимо дохренища нюансиков про нашу биохимию? Спим, значит, хотя бы по 7 часов, не пьем чай, кофе, колы хотя бы за 4 часа до сна, занимаемся физической активностью в течение дня, но не за 2 часа до сна, проветриваем комнату перед сном,
одеваем носки. И это вообще не все способы улучшить сон. Для более грамотного и эффективного результата напоминаю про Sleepy Bot. Я им пользуюсь сам и после юза сформировал даже такое понятие, как вечерний ритуал. Раньше у меня такого не было. Там много чего есть еще не рассказанного, типа прикольной практики дыхания или упоминания, сколько людей делают ритуалы вместе с тобой. А бот задрачивает тебя каждый вечер и предлагает каждый раз чек-лист ритуала. Короче, тема нормальная. Оказалось, что сон влияет на нашу жизнь сильнее, чем мы могли себе представить. Сон — это не роскошь, а необходимость. А мы благодарим круг 4 иллюминатов нашего ордена — Вирштейна, Влада, Михаила Фомина и Константина, а также всех верховных магистров, консулов, героев и гэпников. Спасибо, что принесли свою поддержку в этот год. Увидимся на следующей встрече. Damn.